Первоначально ожидалось, что новая китайская стратегия, созданная Министерством иностранных дел Германии в 2022 году, будет опубликована в марте 2023 года. Однако перед публикацией часть контента просочилась в прессу. Основное содержание главы, ставшей достоянием общественности, заключалось в том, чтобы снизить зависимость от Китая, что повлияет на экономику и имидж Китая, а также сотрудничать со странами с аналогичными ценностями, препятствовать инвестициям Китая в Европу в ключевые инфраструктурные проекты и высокотехнологичные секторы. 18 января уполномоченный по правам человека Министерства иностранных дел Германии, Всемирный уйгурский конгресс, Организация по защите народов, находящихся под угрозой исчезновения, Amnesty International, Human Rights Watch, Тибетская группа действий, Институт китайских исследований Мерката и другие учреждения провели важный круглый стол по новой китайской стратегии Германии по приглашению Министерства иностранных дел. По сообщениям китайских новостных источников, в преддверии весеннего праздника китайского Нового года лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь 18 января провел специальную онлайн-встречу в здании 1 августа в Пекине из военных зон в Восточном Туркестане, граничащих с Афганистаном на границе Кашгар-Кунджираб. Си Цзиньпинь ознакомился с боевой подготовкой оборонительного поста. В ходе встречи Си Цзиньпинь также получил информацию о состоянии пограничного патрулирования, управления и контроля китайских солдат и несущих службу в Кунджирабском военном округе и призвал их усердно работать для защиты границы. У Цзунью, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, сказал, что массовые перемещения людей в период продолжающихся китайских новогодних праздников могут распространить эпидемию, усиливая заражение в некоторых районах. Но вторая волна ковид в ближайшей перспективе маловероятна, поскольку 80% людей бессимптомно инфицированы китайским вирусом. Различные страны также готовятся поддержать санкции США против Китая. Нидерланды и Япония, являющиеся основными поставщиками полупроводникового оборудования, очень близки к тому, чтобы выступить наравне с США и ограничить экспорт технологий в Китай, заблокировав проникновение Пекина в индустрию микросхем. Напавший на танцевальную студию во время празднования лунного Нового года по китайскому календарю в американском штате Калифорния, в результате которого погибли 10 человек, был найден мертвым недалеко от города Лос-Анджелес. Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что нападавшего нашли мертвым в белом фургоне, припаркованном на стоянке торгового центра. Согласно информации полиции, 72-летний нападавший, которого зовут Ху Кан Тран, предположительно застрелился из пистолета.